такое интересное мероприятие. Мы только-только его пробуем. Называется «Летнее открытие с академической наукой». И мы сегодня покажем вам некие маленькие экспозиции и мероприятия, которые проводят два института. Институт... Еще раз. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Россия. Моя история». Мы находимся в парке. И сегодня начинается у нас интересное мероприятие, которое мы задумали под названием «Летнее открытие с академической наукой». Мы сегодня покажем вам два института, которые представили небольшие такие мероприятия для детей, для семьи. И одновременно вы можете узнать кое-что по деятельности института в целом. Я вам хочу начать с своего объекта, который мы изучаем, с ботаники. И у нас такое интересное есть понятие онтогенез растений. Все мы считаем, что обычно, обыватели, что растения весной зацветают. То есть, если у нас есть с вами паспорт, свидетельство о рождении, мы можем всегда доказать, сколько нам лет, то у растений это сложно. И наука должна тоже научиться распознавать. Ну и такой термин интересный – онтогенез растений, которые проходят различные стадии. Вот такие понятия были введены, и их здесь мы видим. Все-таки на картинке это не то, поэтому мы решили показать это дело на живых растениях. И тут видно сразу, что растения имеют разные размеры, и разные размеры, разный возраст. Вот есть гербарий, и, оказывается, можно на простом гербарии сделать определенную науку. Вот мы изучаем учетные площадки, и сегодня дети проходят и видят, что, оказывается, растения не однородные, что они так же, как люди, имеют почти как от грудничка, заканчивая уже пенсионерами своеобразными, людьми, которые уже имеют преклонный возраст, имеют определенные названия. Эти названия надо, конечно, знать и уметь их выделять, и мы получаем потом определенные возрастные спектр. Так же, как у человека есть какое-то количество молодежи, какое-то количество зрелых людей, то же самое есть и у любой популяции живого организма. И мы рассказываем детям, что, оказывается, растения, как и люди, тоже живые. Они тоже перемещаются, двигают. Правда, растения, чем удобны, они у нас фактически не перемещаются. И тем самым они очень удобны для исследования, в отличие от животных, которые надо бегать, искать, находить и делать. Вот это у нас первая станция, называется онтогенез растений. Перейдем дальше. Покажи. Более чуть-чуть подробно расскажите. Чуть подробнее? Подробно это, наверное, сложновато, потому что... Нет, расскажи про этот цветок, расскажи и все. Это полы замещающие. Вот это возрастное состояние, это среднегенеративное, уже приближается к старогенеративному. Почему мы это определяем? Потому что, видите, корни уже древеснеют, уже есть определенные особи цветущие, но есть особи, которые уже видно, что они уже уходят. Вот это сейчас старости уже старогенеративное, уже, видите, это древеснелость еще больше вырастает, и количество, размер гораздо меньше, и цветоносных побегов меньше становится. Поэтому это вот так мы их различаем. Но это надо различать не только когда мы их выкапываем, а без выкапывания. То есть это старость, большое искусство. Что такое старость для растений? Старость для растений, это вообще, его тут нету, это когда уже примерно вот так, когда не будет цветущих, и растение уже физически не может сдавать цветоносы, побег. Все уже. Его мощности, корневой системы, одревеснелости уже не хватает, чтобы делать вот такие цветоносные побеги. И такие растения постепенно выпадают и отомрут. В смысле, выпадут. Вот данное растение, оно полустарое, это значит, что оно еще... Нет, это старогенеративное, но оно еще же, видите, это семена дает. А вот где-то еще стадии есть, где уже этого не будет, и цветонос не будет выбрасываться. Это уже субсенильное растение. Дальше еще одна стадия есть, которая уже сенильная, это фактически уже растение почти что уже умирает.
Что такое старость для растений? Вот старость для нас это 70-80 лет, У них есть такой индекс коэффициента где-то с 0,8, это субсидийная и синильная стадия. Михаил Михайлович, вы хитрый, вы не сказали, сколько растений, какова их старость. У них длительность у всех разная. То Не, есть ну средняя. есть однолетние, они быстро заканчиваются, а есть многолетние. Вот Что, как комары, что ли? Раз и появился, раз умер, что ли? Да, это однолетние. однолетние. А вот это многолетние, они живут лет 15-20. От вида. От вида зависит. Поэтому я не могу сказать конкретно, какой вид. Еще вот это же растение, оно может, одна особь расти 15 лет, а другая 5, а другая 20. Так же, как и от условий. То есть в каких-то условиях ей очень тяжело, и она быстрее стареет. А в каких-то она медленнее, более благоприятных условиях она дольше живет. Так же, как у людей. А вот после пожаров они хорошо растут? После пожара вот это степные растения, они, в принципе, очень редко горят, поверхностные, и они очень быстро отрастают. И, в принципе, они вот адаптировались как раз. Степные виды, значит, травянистые виды в лесах отрастают. А вот там, где многолетние, значит, древесные, им сложновато. У них повреждается камбий, нарушается поверхностный слой, кора, поэтому сюда проникают уже различные насекомые, вредители, им сложнее. А такие растения им проще удерживать. А дети смогут с помощью вас гербарии собирать? Вы их научите, да? Ну, вообще там отдельная станция, как делать гербарий. Мы, в принципе, показываем уже на примере собранных гербариев, как узнавать растения, в каком они состоянии. Вот это одно состояние, это другое и так далее. Это тоже как бы дальше гербарий. Гербарий – это начало, а это уже более продвинутый уровень. Вот давайте я покажу зрителям. Это вот старики. Один старше, другой младше. Это старогенеративное. Вот я иногда образно говорю, вот это еще рожающие. Еще 40 лет, да? Да, еще рожающие, могущие рожать растения. А вот там, где не рожает, это типа Аллы Борисовны Пугачевой, которая, она вроде бы якобы рожает, на самом деле уже родить не может, если клетка не работает. Но красиво выглядит. Вот и все. Это, значит, субсидийная стадия. Вот она там. Ну, она далеко. Она далеко. Вот это Алла Борисовна Пугачева, а это еще вот все-таки с цветами они дают потомство. А это вообще уже почти престарелые особи. Вот это молодежь, это вообще груднички. Ну, а теперь вот здесь. Ну вот они здесь и показаны. Вот где? Вот. Это имматурные особи. Вот фактически груднички, переходы, видите, маленькие. Соответственно, дальше больше. Вот уже появляются, видите, проростки, винилы. Видите, уже больше. Вот это среднегенеративное, самый пик развития, G2 называется. И так далее. И у меня просьба, вы в следующих передачах, когда нам расскажете про старых и молодых сардан, есть же такие растения. У сардан тоже есть возрастные состояния. Надо еще подобрать специалиста, который в них очень хорошо разбирается. А они есть такие у вас? Ну, у нас есть в саду люди, которые возрастные спектры хорошо определяют. Мне институт интересует. Ну, в институте у нас в основном все популяционная ботаника в институте биологии очень сильно работает. И следующая станция наша? Следующая станция у нас будет железо. Железорудное железо – это традиционная металлургия народа Саха, который в XIV веке, вот Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов, открыли много новых стоянок.